Продолжаем дополнять информационную картину дня. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Продолжается рост заболеваемости COVID-19 в Якутии. Решается вопрос о переводе учебных заведений на дистанционное обучение. Жители республики в ожидании ледохода, когда кромка льда пересечет границу региона. Дайверы в Краснодарском крае ко Дню Победы подготовили уникальный проект. Композицию с вечным огнем установили на дне Черного моря. Владимир Путин готов поддержать снятие патентной защиты с вакцин от COVID-19 в мире. По словам президента, это не только не противоречит, но и соответствует определенным правилам ВТО, предусматривающим такую меру в чрезвычайных обстоятельствах. Пандемия – это и есть чрезвычайная ситуация, сказал Путин, поручив Голиковой вместе с коллегами проработать данный вопрос и доложить ему по итогам. Как отметил президент, Россия является единственной в мире страной, которая передает в другие государства технологию производства своих вакцин. Эта практика уже реализуется. Она уже на марше. В некоторых странах производство нашей вакцины уже организовано с передачей технологий. И вот сейчас мы слышим, в Европе есть идеи, которые, на мой взгляд, заслуживают внимания, а именно снять вообще патентную защиту с вакцин против COVID-19. И это не только не противоречит, но, насколько я понимаю, соответствует определенным правилам Всемирной торговой организации, которые предусматривают снятие подобной патентной защиты в чрезвычайных обстоятельствах. Но пандемия – это и есть чрезвычайная ситуация. Поэтому, Татьяна Алексеевна, я бы попросил вас тоже с коллегами посмотреть на это, проработать. Безусловно, Россия бы поддержала такой подход, имея в виду, что в современных условиях, как я уже многократно говорил об этом, мы должны думать не о том, чтобы извлекать максимальную прибыль, а о том, чтобы обеспечить безопасность людей. Между тем, в Якутии продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Только за минувшие сутки выявлено 105 новых случаев заражения, сообщает региональный оперштаб. В Якутске зафиксировали 60 человек с инфекцией, 29 заболевших в Мегино-Кангаласском районе, по 3 в Амгинском и Вилюйском, по 2 инфицированных обнаружили в Горном, Намском, Чурапчинском районах, по 1 в Сунтарском, Алданском, Кобейском и Хангаласском. Сейчас решается вопрос о переводе учебных заведений республики на дистанционный режим учебы. Об этом сегодня на ежедневном брифинге сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. На настоящий момент ряд решений будет приниматься по учебным заведениям, по продолжению обучения в учебных заведениях как среднего образования, так и среднеспециального образования. Проводятся переговоры с высшими учебными заведениями о возможности продолжения дистанционного обучения студентов, тех, которые у нас выезжали за пределы республики из общежитий. Соответственно, также принимаются меры и к разобщению разных групп, которые у нас сегодня возникают в коллективах. Примерно через 500 километров ледоход на реке Лени пересечет границу Якутии. По информации МЧС по Иркутской области, нижняя кромка находится на расстоянии в 560 километров от республики, около села Красноярово. Протяженность ледохода составляет 29 километров. За сутки лед продвинулся на 23 километра. Верхняя кромка наблюдается в районе села Улькан. До границы с республикой 589 километров. Уровень воды на средней Лени и ее притоках продолжает повышаться с интенсивностью от 5 до 20 сантиметров в сутки. На участке Витим-Пеледуй наблюдается вода на льду. Ориентировочно ледоход дойдет до Якутии с 9 по 11 мая, что на сутки двое позже средних сроков. Тем временем в местности Зеленый Луг в Якутске, которая во время половодья обычно оказывается под водой, сегодня зафиксировали пожар. Согласно оперативным данным, около 2 часов дня на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании травы. К месту незамедлительно направлены силы и средства МЧС России. Предположительная площадь возгорания около 5 гектаров. Тушение продолжается, угрозы населенным пунктам нет, информация уточняется.
Жители Якутии через 2 года смогут получить электронные паспорта в виде пластиковых карт. Такой документ в Москве введут 1 декабря, а для жителей региона, в том числе Якутии, в середине 2023 года. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко. Новый паспорт будет выполнен в размере банковской карты. Помимо основных данных, карта содержит электронный носитель информации для хранения изображения лица, отпечатков пальцев и адреса регистрации. Отмечается, что электронный паспорт удобнее в использовании из-за компактности и долговечности. Вместо снятия копии нужно будет всего лишь поднести карту к терминалу. Нашим коллегам, журналисту, ведущему НВК «Саха» Наталье Михалевой-Сая и режиссеру Нине Корниловой присудили премию главы республики. Награда имени Героя Советского Союза Николая Кондакова присвоена за серию телепередач, посвященных 75-летию Великой Победы. Авторы представили 5 работ. Это документальный фильм про легендарного артиллериста Гаврила Протодьяконова, двухсерийный док-фильм о деятельности администрации Вилюйского улуса к юбилею Победы, также телевизионный фильм о памятнике детям войны в селе Сулгачи Амгинского улуса. Помимо этого в серию вошли еще 2 передачи о снайпере и военном разведчике. Годовщине Великой Победы на мемориальном комплексе солдат Туймады в Якутске сегодня торжественно возложили цветы. Здесь увековечены имена более 20 тысяч солдат, героев войны. В мероприятии приняли участие члены правительства республики, администрации города, а также Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Также, несмотря на ограничения, мероприятия смогли посетить и 3 ветеранов, детей войны. У меня отец воевал в Японии, а у супруга 2 брата. Один с орденом Отечественной войны и Красной Звезды приехал, раненый весь. А другой брат тоже в Японии служил. Поэтому этот праздник для нашей семьи – это священный праздник. И всегда участвую в мероприятиях 9 мая. Считаю, что то, что здесь, благодаря общественникам, благодаря поддержке мэрии города Якутска, был поставлен вот такой вот комплекс, на котором были указаны фамилии всех тех, кто ушел с долины Туймада, наверное, говорит о том, что мы помним то, что было сделано ради того, чтобы сегодня светило солнце. А в сокровищнице республики проходит тематическая выставка, посвященная годовщине Победы и столетию Героя Советского Союза, первого героя народа Саха Федора Попова. С экспозицией нас познакомит корреспондент Саргалана Неустроева. Она сейчас изучает экспонаты. Саргалана, я передаю тебе слово. Приветствую, Сергей. Федор Попов совершил настоящий подвиг. В 1943 году в битве у Днепра он единолично уничтожил более 70 вражеских солдат, удерживая плацдарм до прибытия основных сил. Однако позже, в том же 1943 году, он был смертельно ранен и получил звание Героя Советского Союза уже посмертно. Собственно, здесь, в сокровищнице Республики Саха-Якутия, представлены официальные документы тех времен, в том числе и рапорт командира Федора Попова, в котором он в подробностях описал подвиг героя. Также сама сокровищница представила крупный именной алмаз, вот этот вот, названный в честь героя. Алмаз весом, массой более 60 карат был добыт в 1993 году в трубке «Удачная». Алмаз ювелирной октаэдрической формы и на сегодняшний день является одним из крупнейших алмазов республики. Также здесь представлены и личные письма самого Федора Попова, вырезки из газет. Ну а подробнее о том, вообще какие экспонаты представил музей Ярославского, нам расскажет его сотрудник. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что это за письма такие, эти газетные вырезки? Здравствуйте. Ну, здесь у нас представлены письма Федора Кузьмича с фронта и с учебки к себе домой.
В этих письмах он интересовался по поводу урожая, по поводу работы своего колхоза, ну и, конечно, самочувствия и судьб своих знакомых, родных, близких людей. Ну вот там вот дальше, вот где автомат лежит, вот здесь вот лежит какая-то трубка с надписью. Что это за трубочка? Это колба с водой из реки Днепр, который форсировал отряд Федора Кузьмича Попова, и в память о тех событиях и тех павших воинах, которые проявили героизм во время этой битвы. А расскажите, пожалуйста, поподробнее о подвиге. Вот немногие знают, что именно совершил Федор Попов, почему его имя так много значит для нас, для республики. Ну, во-первых, он первым из якутов получил звание Героя Советского Союза. И в этом году ему исполняется 100 лет со дня рождения. Родился он 8 декабря 1921 года. И с малых лет он был очень активным ребенком, помогал отцу по хозяйству, затем поступил в школу, когда она открылась, но был вынужден покинуть школу после 5 класса, так как его родители заболели, и ему нужно было уже начать работать, пятикласснику. Затем он начал работать в колхозе, там стал он бригадиром, был тоже очень активным, был очень строгим не только к другим рабочим, но и к себе в первую очередь. И поэтому его очень любили, уважали, потому что он был не только хороший работник, но и очень грамотный человек. Хотел отправиться добровольцем на фронт, но начальство решило, что он нужнее здесь, у себя в колхозе, и что его время рано или поздно наступит. Но потом уже по призыву его отправили на учебку. Там он год обучался военному ремеслу. И в 1943 году его полк форсировал реку Днепр. После Курской битвы проигравшие немцы были вынуждены спешно отступать на запад, и они должны были укрепиться на берегу реки Днепр, форсируя. Это он проявил свой героизм. Спасибо. Ну а мне также хотелось бы добавить, что сама экспозиция будет доступна для всех желающих до конца мая. Вход стоит 250 рублей. Ну а до прямого эфира мы встретились с земляком Федора Попова. Он подробнее рассказал о жизни, о родственниках и бытии великого героя. Ну а о том, что же он рассказал, вы сможете узнать уже в дальнейших выпусках новостей. А у меня к этому часу все. Сергей? Саргалана, благодарим за информацию, будем с нетерпением ждать подробностей. Ну а мы пока продолжаем выпуск. Дайверы Центра подводного плавания в Краснодарском крае ко Дню Победы подготовили уникальный проект. На дне Черного моря они установили экспозицию с вечным огнем. По словам создателей, данный проект не имеет аналогов в мире. Основная часть мемориала представляет собой пятиконечную звезду красного цвета. В нижней ее части закреплена специальная система с баллоном, откуда по трубке подается воздух, символизирующий пламя. С его помощью пластиковые лепестки, имитирующие языки пламени, колышутся под водой. Создатели проекта добавили в композицию настоящие боеприпасы и амуницию времен Великой Отечественной войны. Проект дополнил и колокол, который призван звучать под водой в память о погибших моряках. При этом физическая возможность подплыть к нему есть у любого желающего. К этой минуте у меня все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.